Наверное, те, кто присутствует на оперативных штабах и присутствует на ВКС с участием главы республики, наверное, вы увидите, в каком состоянии и в каком этапе находится Республика Дагестан. Республика Дагестан находится на самом последнем 85-м месте по вакцинации. 84-я Кабардино-Балкария, 85-я Дагестан. Но, конечно, для новоназначенной главы республики это показатель очень влияет на его работоспособность, можно сказать. И я думаю, что это наш район выглядит не бледно в этом списке. Мы сейчас на 14 месте. Но в конце января мы должны переходить барьер 70% и больше. К концу февраля 80%, потому что темпы роста мы не можем снижать. Поэтому у главы было желание, конечно, всех собрать, потому что перед главой республики отвечает глава района. Никто как ни другой. Я думаю, что оперативную санитарно-эпидемиологическую ситуацию муниципальный район, Хунзарский район и ситуация по COVID-19 нам доложит Амирали Хиздибилал. Ассаламу алейкум всем присутствующим. Так, Асалий Замгинович, на сегодняшний день в Хунзарском районе находится 28 человек, из них положительных 2, амбулаторно находится 12 человек с положительным диагнозом COVID-19, это 4 человека. Так, по вакцинации, значит, по Хунзарскому району COVID состоит 11 463 человека, из плана 17 434 человека, это составляет 65,7%. Так, за текущую неделю по Хунзарскому району зафиксировано 6 новых очагов COVID-19 силами Центральной районной больницы Хунзарского района, где во всех 6 очагах проведена дезинфекция. На сегодняшний день во всех очагах 7 контактов розданы постановление о режиме самоизоляции на 14 дней. За последние сутки по Хунзарскому району выдано предписание этих постановлений 0, снято за сутки 18 человек. Итого снято всего за период, как началась пандемия, на территории района Хунзарского района, что это 4914 человек снято. Вообще расслабились с этим мероприятием, потому что люди уже время, как говорят, время лечит со временем, какое-то там самоуспокоение люди себе придумали, но это не так, конечно. Вот люди болеют, тяжело болеют, и сейчас мы уже по республике на ВКС сказали, ждем новую волну коронавирусной инфекции. Поэтому в феврале в Хунзахе тоже будет такая волна, потому что в конце января, в начале февраля в Хунзахе тоже будет, потому что мы как-то успокоились в этом направлении. Поэтому вот, средства массовой информации, или газеты, или духовенство для района надо принять и руководителям учреждений, организаций, работающим людям, и в образовательной сфере надо принять меры, чтобы велась агитационная работа, чтобы люди не контактировались, не ходили на тазияти, не ходили. Это как-то мужчины еще более спокойно, на воздухе бывает более спокойно проходят, здороваются, уходят. Но женщины, конечно, вот, контактируя или на зикр, или на других местах проведения похоронных мероприятий, больше женщины контактируются друг с другом. По этому вопросу надо уделить особое внимание и в газетах Фатима Камиловна, и в телевидении. Дополнительно хотел дополнить, на вчерашний день поступила информация, что на территории Дагестана, в Республике Дагестан зафиксирован первый случай омикрон. Это новый вид штамма коронавирусной инфекции, который передается в 2 раза быстрее. Так что инкубационный период тоже не очень маленький. Да. Так что нужно все меры привести
противоэпидемических мероприятий по Ханжарскому району. Это тазиат, это религиозные какие-то, Рузман. По третьему вопросу, итоги вакцинации населения за 2021 год и на 17 января 2022 года. Ну, это там масса вопросов, Владимир Шихалевич. Я оглашал эти вопросы. Я думаю, что с вопросами обсуждения, наверное, мы эту тему проведем. Вам слово, пожалуйста. Значит, на 18 число, то есть на сегодняшнее число, значит, в прошлом году и в этом году, значит, провакцинировано 11 550 человек. В этом году, значит, ежедневно вакцинируется 110 человек. Но это деньги-то хорошие, но, наверное, еще должны в этом плане поработать с силами глав администрации, чтобы людей агитировать тоже. Значит, из вакцинированных медработников вакцинировано 594 человека, из воинской части 343 человека, работники образования 1205 человек, работники правоохранительных органов 63, сотрудники администрации 96, значит, и прочие, все остальные, значит, 9249. Охват населения прикутанного хозяйства 445 человек привит. Всего получено доз 14 720. В настоящее время, значит, остаток дозы, который мы получили, значит, используется для вакцинации желающих граждан района. Значит, если взять по возрастному, старше 60 лет, провакцинировано 852 человека. Значит, работники медицинских организаций и все остальные, я вам говорил, значит, некоторые из них вакцинированы однокомпонентные, а некоторые, значит, двухкомпонентными вакцинами. Значит, из ревакцинированных, у которых срок подошло, всего, значит, у нас имеется 153 человека, из них, значит, вакцинировали 145. Если разделить их по вакцинам, то такая ситуация у нас по району. Гамковид-2 всего вакцинировано 7731, Эпивак Корона 1787, значит, и Спутник Лайт 1970 человек. А при ревакцинации в основном использовалось 145 случаев Спутник Лайт и 8 случаев Гамковид-2. Значит, если оценить эффективность вакцинации, значит, из информации, которая у нас имеется, и по больным, которые поступили к нам, при проведении анализа получается так: среди вакцинированных имелись 9 случаев, которые повторно после вакцинации тоже, значит, заболели. Некоторые считают, что это после вакцины они заболели. Нет. Они вакцину прошли, но провели, значит, но после этого, значит, у них была, как говорится, новая коронавирусная инфекция. Это все в легкой степени, и было всего 9 человек. Значит, они были вакцинированы Гамковид-ВАК, значит, 7 человек, и 2 человека было Эпиваком. Значит, они были вакцинированы в первой половине. Половина была в первой половине, значит, 2021 года, где-то июнь, не первая половина, июнь. И вторая часть была, значит, вот второй полугодие, значит, и, в принципе, если вот так вот расценить, это хороший результат, потому что из 11 тысяч чем-то человек, которые, значит, вакцинированы, заболело всего 9 человек. Это показывает, что вакцина достаточно эффективна. И если считать, что степень тяжести заболевания, которые они перенесли, у всех была легкая степень, и поэтому стоит вакцина оказывает свою, как говорится, эффективность показывает свою, и смысл вакцинироваться есть. Значит, если анализировать количество больных, которые, значит, у которых было
подтвержденно вот ковид, имеется в виду лабораторно, у которых были осложнения в виде пневмонии. Значит, по такому анализу у нас получается всего заболело, значит, осложнением пневмонии было, значит, 3521 человек. В этом году было 49 человек. Имеется в виду за 17 дней. Всего направлено в РДЦ на исследование мозгов 27 677. В настоящее время ежедневно направляются, значит, мазки, в том числе субботу, воскресенье тоже, в пределах 135-140 мазков в день. Лабораторно подтвержденных случаев было всего 1695. Из материала, который в 2022 году отправили, было 18 человек. Значит, в стационаре из этих 1695 человек, значит, в стационаре было положительных случаев 588, а остальные были амбулаторные, и из них тоже 700 случаев было, значит, в бессимптомной форме. Значит, в этом году бессимптомная форма была у 10. Значит, у тех, у кого пневмония было 5 случаев, и у кого ОРЗ, значит, у них тоже 3 случая положительных ковид. Значит, по выявлению больного проводится, значит, обследование близких родственников и окружения, значит, и на анализы отправляется, значит, ежедневно. Ну вот, я говорил, 135-140 человек ежедневно отправляют. Значит, всего пролечено в амбулаторных условиях 1740 человек. В этом году 20 человек. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 12 человек, у которых имеется пневмония. Значит, у всех у них проведено рентген-обследование, взяты мазки, и сейчас выделяются средства, которые не средства, а препараты, которые, значит, мы даем амбулаторным больным по рецептам бесплатно, и они лечатся самостоятельно дома под наблюдением участковых терапевтов и фельдшеров ФАПов. Значит, всего по району умерло 60 человек, 28 из них имеется в виду с пневмонией, 28 из них с ковид плюс. Значит, в этом году умерло 1 человек, значит, на дому. Значит, республиканских РБО умерло 5 человек. Всего за январь госпитализировано 26 человек, 7 из них из Музаха. Значит, у Здобровцев 4 человек, Харахи и Санилах по 2 человека, и в Бацапе 3, Арата, Гонох, Буцра, Очло, Арани, Коло, Ободац, Ада и Тануси. Значит, в настоящее время задачей всей медицинской службы это, опять-таки, значит, заниматься вакцинацией населения, проведение разъяснительной работы, значит, с использованием всех структур, административных ресурсов, значит, и добиться, чтобы было хотя бы, значит, 80% привитого населения. Я вот в материалах тоже вам наглядно показывал, значит, из 1500 чем-то человек, которые привито, заболело повторно только 9 человек. Значит, в то же самое время, это не секрет, везде болеют люди, которые не привитые, значит, в том числе и тяжелыми пневмониями. Наша задача сейчас уменьшить количество лиц, повторных заболеваний, не допустить новых случаев с путем создания иммунной прослойки, значит, и соблюдения, значит, всех мер социальной дистанции, значит, защиты органов дыхания и соблюдения гигиенических мер, значит, в частности, значит, частое мытье рук, значит, дезинфекция и не собираться в общественных местах, значит, и при контакте с людьми, значит, использовать средства защиты органов дыхания, то есть маски. Ассаламу алейкум. У нас ежедневно
каждый день ставится и задача, и каждый сотрудник тоже знает. В основном из нас требует, чтобы все соблюдали ограничительные меры, указ главы республики. Поэтому есть, да, некоторые негативы, многие относятся с негативом. Стараемся туристов не наказывать, предупреждаем, останавливаем, и это тоже не нравится, когда их останавливают, проверяют. Это в первую очередь в одном транспорте они едут, Да. они должны соблюдать. И с нас тоже требует по линии общественный транспорт, в первую очередь нас требует, ежедневно с нас спрашивают, сколько выявлено нарушений в общественном транспорте, нарушений масочного режима. Поэтому им каждый день и в магазинах говорим, и в общепитах, везде мы говорим, проверяем. И есть у нас общепиты, куда нельзя без QR-кода заходить. Конечно, я отдельно его приглашу и доведу до него, что коммерсантов в коммерческой сфере очень мало вакцинированных. Это вообще нельзя допустить такое. Вот Гусарова почти 4 дня работала, считала, сколько человек у нас в коммерческой сфере вакцинировано. От нас тоже требует информацию. Мы же ничего самое там дополнительно не придумываем. Тоже какую информацию Министерство промышленности, торговли, Министерство энергетики ЖКХ, Министерство имущества и другие, все министерства требуют от нас информацию у них по разным сферам. Поэтому мы обращаемся в больницу, Роспотребнадзор, полицию, ту информацию, которую нам надо, вам тоже надо вовремя нам представить, потому что от нас тоже чуть неисполненная информация, сразу главе района звонят и опять-таки замечание главы получают. Поэтому этот вопрос, конечно, надо уделить огромное внимание. Но вопросы духовенства, конечно, это очень важный вопрос, мы отдельно ее рассмотрим. И с просьбой мы обратимся к духовенству республики, чтобы они тоже какой-то ролик на своем WhatsApp выложили по духовенству, чтобы они разослали по районам и районы в села. Они очень, у них тоже эта система очень развитая по WhatsApp или по сетям, по социальным сетям, они очень активные люди. Я думаю, что это тоже пойдет на пользу. Я присутствовал на ВКС по информационному обеспечению хода вакцинации там по Республике Дагестан. Ну, конечно, там есть 90-91%, которые выполнили районы, это Хивский и Умбетовский, потом 85-6 там. Ну, у нас только 14 место, 64-65%. Казбековский, Новолакский, кто активно включился в информационную систему привычной компании. Но, конечно, мы тоже не бледно выглядели, но телевидение смотрят старшее поколение, самое старшее поколение, они любят хунзарское телевидение. Это, чтобы эти ролики Гайрбек тоже крутились по возможности, там же небольшие, минут-две вот такие ролики, перед началом, в конце или середине, что вот на аварском языке, что это не страшно, надо делать, там уговаривать старшее поколение. Но это моя мысль появилась, Гайрбек и Камиль и Фатима, вот активное включение детей в агитационную работу. Мол, мы хотим видеть старшее поколение живыми, хотим видеть там отцов, дедушками, бабушками, матерей. Вот такое просьба детей старшему поколению. Ну, Фатима Хадисовна сегодня нету, она болеет тоже. Но я бы там 3-4-5 ролика там с участием детей. Ну, это, во-первых, республика это первый шаг будет, потому что дети обращаются к старшему поколению. И я думаю, что это и пользу пойдет тоже. Такая у меня просьба, и с главой я вчера советовался этому вопросу, он тоже говорит, правильно, надо детей включить, активную агитационную работу для привычную агитационную кампанию для взрослых тоже. Но, конечно, ситуация пока успокаивающая, но скоро, через дней 10-15, увеличение. Если микрон здесь, в Дагестане, появился, ну, она очень быстро распространяется. Я думаю, что от этого тоже надо
от мутированного вируса, микрона тоже надо нам как-то вот, агитацию вести среди населения, чтобы они меньше контактировались. Первые 2-3 месяца в 2020 году, в марте, апреле, мае, июне, мы могли как-то сдерживать население, чтобы не ходили друг к другу, мало контактировались. Это мы могли сделать. Ну, сейчас со временем, наверное, все успокоились, там, и смертям привыкли мы, и другим болезням привыкли мы. Ну, конечно, у кого слабая нервная система и паника у кого появляется, очень трудно лечиться, потому что люди есть такие панические. Поэтому я думаю, что у нас и в районе мы должны вести такую же работу, вот, как и в других районах. Ну, 14 сегодня, а завтра, послезавтра мы можем оказаться там 20-ки, 30-ки может оказаться, если мы успокоимся делать. И в больнице, и на местах Шамиль Магомедович Валиев надо еще раз предупредить, чтобы они помогали медикам, агитировать людей, и директоров школ тоже допишем, и учителей, и других работников, чтобы они включились. И у меня отдельная просьба будет к комплексному центру социального обслуживания населения. У них в каждом селе есть социальные работники, которые ухаживают за старшим поколением. Вот им тоже надо какую-то разъяснительную работу вести по вакцинации старшего поколения. Я знаю, по-моему, 200 или 300 человек в селах есть социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения по Хунзарскому району. Вот их тоже надо активно включить. Мы руководители отдельно пригласим. Я думаю, что министр тоже им поручение даст по этому вопросу. Ну, неся службу в Хунзарском районе, и надо отнести и населению Хунзарского района, и помочь надо всем. Но я думаю, что администрация и весь оперативный штаб примет огромное усилие для предотвращения таких мероприятий, и я думаю, что больница у нас готова. Оце Сиосанами, Магомедович Халилович, разрезе сельских поселений, информации, сколько человек провакцинировано, и нельзя определенные административный ресурс здесь работают с главами. Вот, например, у них 50% даже охвата нету населения. Уздоросу из взрослого населения 300 человек, 504 взрослое население, 300 подлежат вакцинированию, только 94 вакцинировались. Вот такие силы есть, но в основном прикутанное хозяйство, Магомедович Халилович, вот, да, например, новая жизнь. 159 должны, 11 только вакцинировались. Красный партизан 408 должны, 134 вакцинировались. Ачикул там более нормально. Амиштаг Хутан 200 человек должны, 45 только вакцинировались. Карл Маркса 362 должны, 61 вакцинировались. Знатные люди 214 должны, 56 вакцинировались. Язык Хоуко 125 должны, 24 только вакцинировались. Энгельса 317, вакцинировано только 49. Самилах, ну здесь были 50, больше 50%, 743, 438. Это Асильдер Кутан, 271, только 47 вакцинировали. Мушули 128 Кутаны, 8 человек только вакцинировали. Харахе 154, только 30 человек вакцинировали. Вот такая ситуация в прикутанном хозяйстве, поэтому я... Галат прикутанное хозяйство, да, жалгу глава, так анхал его не гурунани. Хакиэль суал Роса Казил он. Вполне возможно, никто не застрахован. Роса Казил кезгел. Вот если ситуация в Драч Энгибехула, если своевременно вакцинации уледжена. Долго глава, долго фельдшеры, эскол Кази бот коенч атанане халт илон. Сонви в тому омикрон антидижание бежал, бакал шольтум мухкан жил. Обязательно пора. Бачинги бачуна и халт и пропаганда шу
босанани деталару вроде бы хагапцот оце унтарахо более активный кайфрук анекерл и масочный режим соблюдали и так далее. Чуть расслабились, чуть страх потеряли легкого. Хагап Айрбек антли хотя бы цоцунух, вот эта статистика, то буквально 5 минут уделит он эфирный заман был. Статистика. Але як олды ситуацию го, хезул хабушин хан, хебушин халбу унтана, халбушин ихералезон и так далее. То определенный эмер халат хейч униги, то это заман уделит он жибжи обжолды, хотя бы раз в неделю, хебихиговина. Да. И опять-таки хагабу роликал, люди роликал, чухо, он ракхон роликал гум, конечно, битку алару, бутлиламу ара, Магомед Шехалевич, хотя бы деталар, то и он полжан чхону хагин нужор врач выступит он, не хочет быть он же поверхностно, а врач это объяснит уже более профессионально объяснить геhazi и маруски касали врач уха или может быть даже что сухой какая-то статистика обжает он как-то круглый стол организовать во время от времени якобы ситуации обсудить геhazi сазон геогу последние 5 глав к концу месяца, кто не уложится в рамки, сразу пишите заявление. Это сюда профилактический халт и пропаганда и так далее, но хайз колил он битингуру не кажется определенное какое-то предложение от лезе, не кехай бажон не слуха. То или опять-таки то гено предоги вот в каком русле вот это довести до людей доходчивый пайда. Какой-то вопрос надо проработать. Адамал, чтобы не из-под палки легкого, чтобы сами шли на вакцинацию. Вообще, сейчас есть очень много средств, которые, значит, могут оказывать профилактическую, как говорится, ощутимую вот пользу и в школах, и в садиках, и в любых учреждениях. В Салжане неделю больница вдруг, например, рециркулятор, ультрафиолетовое облучение. Значит, они никоим образом отрицательно на человека не влияют, который находится в помещении, но в то же самое время она очищает воздух. То есть все микробы, которые накопились в этом пространстве, значит, она проходит через этот аппарат, уничтожается, и мы дышим воздухом, в котором нет, значит, патогенных микроорганизмов, вирусов и так далее. Абсолютно цозоклассал хвилюгуна нажавадина рециркуляторов. Сейчас перед Новым годом мы несколько школ закрывали, в республике тоже такая же ситуация была. Абсолютно учреждения вот это все делать, возможности есть, и закупить их тоже можно. Они тоже есть разные. Значит, подобрать подходящий финансово, как говорится, образец и вот так вот устанавливать во всех классах и в учреждениях, где скапливается большое количество людей. И с другой стороны, вот транспорт. Сейчас посмотрите, значит, в городе пустого транспорта не бывает, и сколько этих машинных такси и так далее, и в том числе и с туристами тоже. Сейчас можно адаптировать любой вот такой же ультрафиолетовый рециркулятор и устанавливать в этих машинах. Они, в принципе, недорогие, но они пользу принесут очень большую. Вот это предложение, если, значит, разработать такой адаптированный в 12 вольту, например, вот сейчас выпускаемые вот эти скорые, у них имеется 110 вольтовые есть розетки, есть 220. Вот такая же вот эта элементарная вот эта установки, значит, таких развитых туристических вот этих фирмах затребуют от них, чтобы они были. И, в принципе, те, которые к нам уже приезжают, они защищены от всего этого.